Первый вопрос повестки в рамках еженедельного совещания Кабинета министров – работы по обеспечению населения водой. В связи с аномальной жарой и большим разбором ресурсов в некоторых сельских поселениях, таких как Инарки и Псидах, вода на прошлой неделе подавалась на 60%. В пятнице у нас появилась возможность, мы откачали более 1200 кубов в Псидах, и в субботу 1400 кубов в Инарки. Это верхняя часть, которая запитывается от резервуаров данных кусков. И минувшей ночью около 780 кубов при районе новостройки, там только напрямую имеется возможность подать воду. Далее с докладом о проводимой работе Центром управления регионом по мониторингу информационного поля в сети интернет выступил Берс Банхаев. Он отметил, что с 4 по 10 августа было более 300 обращений, прирост составил 38%. Больше всего жалоб поступило из Малгобека. Ключевой проблемой остается сфера ЖКХ, на которую приходится 45% обращений. У нас улицы с наибольшим количеством обращений на прошлой неделе. Это Московская, Назрань, более 20 обращений, улица Менделеева, Сунжи, Базоркино, как Малгобеке, так и Назрани, и проспект Убийства Азиатика в Магасе. Три обращения связаны с снабжением. Основными проблемами, как я уже сказал, отсутствие холодной воды и низкое качество воды. Далее перешли к другому вопросу повестки. Ингушетия традиционно протягивает руку помощи жителям Курской области. Продолжается организация очередного гуманитарного груза из нашей республики. Ранее регион направлял в Курск строительные материалы, генераторы, теплые вещи и не только. А в детском оздоровительном лагере Эрзи отдыхают ребята из подшефного Токмакского района Запорожской и Курской областей. Смена проходит в рамках исполнения поручений главы. Вопросы поддержки жителей освобожденных территорий на особом контроле главы Ингушетии. Махмуд Али Калиматов с самого первого дня поручил не оставаться в стороне, помогать всем, чем сможет регион. На сегодняшний день собрано 9,5 тонн гуманитарной помощи, из необходимых 15 тонн. В рамках совещания обсудили и вопросы военного комиссариата. Военком республики доложил о ходе весеннего призыва и наборе на контрактную службу. Говорили также и об оповещении призывников на срочную службу. По всем ключевым вопросам Владимир Сластенин дал соответствующие поручения. Амина Зязикова, Султан Булгучев, Магас, 24.